Здравствуй, Гаечка. Здравствуй, моя хорошая. Вы знаете, много лет работаю с маятником. Я поговорила, что через год моя квартира останется, мне нет, а через 2 года – да. В России фиксируют пик возвратов проданного пенсионерами жилья. Суды завалены исками, а покупатели остаются без денег и без недвижимости. Правда, теперь пожилые люди возвращают не только свои бывшие квартиры, но и автомобили. Я купил у гражданки Габзалиловой автомобиль Volkswagen Tiguan. Сколько отдали? 1 800 000. На следующий день она написала заявление в полицию. Приехали и изъяли у меня автомобиль. Более того, теперь покупатели считают, что главную роль в новой схеме играют психиатры, которые выдают справки о невменяемости пенсионеров и тем самым помогают им вернуть проданное имущество. Так, в Абакане жители требуют привлечь к ответственности главврача местной психиатрической больницы. Наш доктор Гладун без врачебной комиссии, без стационара и без лекарств делает человека невменяемым, просто померив давление 1 раз. И у нас есть серия отъемов квартир у граждан. А вот многодетному отцу из Краснодара даже пришлось пойти на эксперимент, чтобы отстоять право на купленное у пенсионера жилье. Вадим Тищенко, изменив внешний вид, прошел экспертизы в разных медицинских учреждениях, и результаты привели продавца в ярость. Ты что делаешь? Так, Паша. Мы начали собственное расследование, отправились на прием к психиатрам и выяснили, насколько легко получить заветную справку. Ситуация уже массовая. Нет, стоп. Вы никуда не пойдете, потому что... Так, санитары! Толкайте драться, вы не имеете права. Кто на самом деле стоит за пожилыми продавцами недвижимости, и правда ли, что в деле могут быть замешаны целые группы юристов? Старики-мошенники и их сообщники. Очная ставка сегодня в нашей программе. У нас гости из Абакана, как раз местные жители, которые вышли с плакатами против главврача, который, по их словам, раздает справки направо и налево. Людмила Бородина вместе со своей невесткой Екатериной. Людмила Викторовна утверждает, что ее семья лишилась денег из-за скандального врача, да, который сделал экспертизу о невменяемости продавца. Добрый вечер. Здравствуйте. Итак, о какой квартире идет речь? Расскажите, здравствуйте. В мае 23 года мы с супругом решили приобрести квартиру для детей и внуков. Обратились к риэлтору, она подыскала нам квартиру. Нас устроила сама квартира. Сейчас мы видим ее, как раз вы снимаете показ квартиры. Это вот эта хозяйка, да? Собственник квартиры, которая показывает вот нам сама квартиру. Помимо того, что риэлтор убедился в юридической чистоте сделки, мы запросили свежую выписку ИГРН, что нет никаких арестов, ограничений на объекте недвижимости. Более того, мы когда увидели, что продавец пожилого возраста, мы попросили, чтобы нам предоставили еще справку из ПНД. Также мы проверили в реестре судебных приставов, что на ней нет абсолютно на тот момент никаких задолженностей не числилось. Более того, для минимизации рисков мы настояли на том, чтобы сделка прошла в 2 этапа. На первом этапе, значит, мы обратились в МФЦ, денежные средства мы передавали там же, в МФЦ. Я все фиксировала на видеокамеру. Она пересчитывала деньги сама, лично. По условиям договора она обязалась в течение 2 недель сняться с регистрационного учета и выехать 14 числа, чтобы вывести все вещи и успеть закончить какие-то там свои дела. И она вот, нас попросила об этом, чтобы в договоре это указали, что дали ей время освободить квартиру. Вот. Нам ее жалко было, все-таки мы практически одного возраста с ней. И мы решили, что ничего такого в этом нет. Пусть попользуется, пусть вывозит спокойно, без напряжения. Но когда мы пришли в назначенный срок, вот через 2 недели после передачи денег и получения выписки, что мы собственники, она нам не открыла дверь. Хотела обратить еще внимание, что 5 числа вечером нам позвонил риэлтор и сообщила, что ей позвонил некий мужчина, представился племянником и говорит: бабушка банкрот, ни денег, ни квартиры вы не увидите.
И ни слова не было ни о каких мошеннических действиях. То есть он просто констатировал, можно сказать, факт нашей погибели. А есть доказательства, что были какие-то мошенники? Нет, мошенников никаких нету. Более Никого не того, да, нашли? без карточки переводили деньги. Значит, Ну и по словам продавца, как я понимаю, не все деньги переведены. не все деньги. Именно 1 125 000 из 4 240 000 она вот куда-то их спрятала. И сама изъявила желание пройти экспертизу, да, на невменяемость. Да, она сама согласилась пройти освидетельствование. Более того, эта же больница нам выдала, значит, справку о том, что она на учете не состоит. Это главврач выдал эту справку, что она невменяемая, да. Как я понимаю, он открыто давал интервью местным телеканалам на вопрос, выдает ли он такие справки. Давайте посмотрим на этого человека. Экспертизами я действительно занимаюсь, судебно-психиатрическими экспертизами, это часть моей работы. Экспертизы подобного рода действительно у нас проводились, и в том числе и я был участником таких экспертиз. Вот. И она была не единственная, и не две, их было больше. Мы действительно видим, что человек под воздействием звонящих погружался в транс, и этот транс мог длиться и час, и 2, и несколько дней. Это все поддерживается частыми телефонными переговорами. Ну, вот какую экспертизу выдал Александр Николаевич вашей хозяйке квартиры. Давайте посмотрим. Наруто ИИ в интересующий следствие период времени страдал и в настоящее время страдает хроническим психическим расстройством. На это указывают данные о том, что сама подэкспертная длительное время страдает артериальной гипертонией. Назначенную гипотензивную экспертизу принимает нерегулярно. На этом фоне в течение последних нескольких лет у нее отмечается несостоятельность в финансовых делах с накоплением крупных долговых обязательств. Диагноз подтверждают и данные настоящего освидетельствования, выявившего признаки распространенного сосудистого атеросклероза с нарушением ритма сердца. Указанные у Наруто ИИ проявления когнитивного расстройства, а также развившиеся на их основе внушенные патологические суждения во время совершения в отношении нее в мае-июне 2023 года инкриминируемых неустановленному лицу мошеннических действий, несмотря на внешнюю упорядоченность поведения и высказываний, лишали ее способности осознавать фактическую опасность этих преступных действий, а в период совершения сделки купли-продажи квартиры лишали ее способности понимать значение своих действий и руководить ими. Андрей, так не пишет. Николай, вы как специалист, что скажете по поводу заключения экспертизы этого уважаемого баканского врача? Степень когнитивных расстройств определяет не только психиатр. И поэтому, когда вы получаете справку от психиатра, это, простите, только 50% дела. Потому что степень когнитивных расстройств, глубокие они, умеренные или легкие, определяет клинический психолог. Михаил Геннадьевич, ну прямо сейчас вас возмутила эта Знаете, экспертиза. я понимаю, что есть научная терминология. Во-первых, как было справедливо сказано, в этой справке терминология следователя, а не врача. Да. И дальше. Понятно, что человек может быть и вменяем, и невменяем. Но какая логика? У человека гипертония, у человека повышенное давление, что на него может повлиять, и это уже рассматривается как доказательство того, что он не отвечает за свои действия. Простите, у меня тоже гипертония. И вы знаете, 24 года назад я продал квартиру. И я точно не осознавал последствия своих действий, потому что я не знал, что она подорожает в десятки раз. И простите, я хочу деньги сегодня обратно. Причем результаты экспертизы из Института Сербского в Москве по этому же поводу. Давайте посмотрим. Заключение специалиста-психиатра. Таким образом, на основании выявленных существенных недостатков можно усомниться в полноте проведенного исследования и научной обоснованности выводов и, следовательно, представленное заключение судебно-психиатрической экспертизы номер 583 от 8 июня 2023 года, проведенной в Республиканской клинической психиатрической больнице, не может рассматриваться как соответствующее в полной мере статье 8 Закона о государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации, содержащей требования по объективности, всесторонности, полноте и научной обоснованности экспертных исследований. Ну давайте посмотрим, все-таки вы отправились же в эту квартиру, где живет мадам вместе с Павлом Зориным. Посмотрим на нее, как она себя чувствует. Внимание.
Здравствуйте. Меня зовут Павел. Скажите, вы просто сказали, что проблемная ситуация у вас какая-то по поводу квартиры. И, насколько понимаю, у вас суд обязал все-таки выплатить какую-то сумму, которую вам передали. Во-первых, владелец квартиры я. Суд признал мое право на квартиру. Естественно, деньги полученные я должна вернуть. Мы вот хотели узнать, а как вы хотите их возвращать? Хочу. Выйду из дома, заброшу мешок с деньгами. Сразу же. Нет, вы шутите, а серьезно? Ничего, что мне остается делать? Пенсию. Инна Ивановна, а нам что делать? Я получила ваши деньги и тут же через 2 часа отправила все им. 1 июня одну сумму, и 2 июня уже оставшуюся сумму. Но причем вы перевели не все деньги. У вас еще на руках должно остаться 1 125 000 рублей. Куда вы их дели? У меня нет. Где эти деньги? Вы знаете, эти вопросы вам нужно все-таки задавать в суде. Вы говорили, что вы будете переезжать к каким-то родственникам в Томск. Там было же так? Вы говорили нам. Было такое. Ну а зачем же вы нас зачем вы нас обманули? Для каких целей? Чтобы у нас деньги... Собиралась я уехать или не собиралась. Причем вы почему молчали, что вы хотите признать себя банкротом? Когда уменьшили сумму, предложенную мне за квартиру, сказали, что мои долги оплатят, я говорю, так у меня же банкротство оформляется, значит, и тут должны деньги за это же перечислить. Вы деньги украли. Если вы сейчас чем-то недовольны, еще раз пишите заявление в суд. Может быть, действительно продать эту квартиру, вернуть хотя бы часть долга. Просто, видите, люди остались и без квартиры, и без денег. А я смотрю, у вас он прекрасный маникюр на руках. Она глумится. Глумится. Она абсолютно разумна. Она все прекрасно понимает. Без лишних эмоций здесь, без лишних деталей. У нее все действия были как будто последовательны и скоординированы. Месяцем ранее до сделки она подала заявление на банкротство и об этом умолчала. То есть она подготовилась, чтобы подстраховаться, чтобы все сделки, как известно, за последние 3 года аннулируются. Хочу дать комментарий по тому, что я услышал от врача-психиатра. Вы все слышали, что он говорит, что бабушка находилась в трансовом состоянии. В судебной психиатрии и психологии есть такое явление, которое называется граница компетенции. Компетентности, простите. Тогда, когда психиатр начинает говорить о трансовых состояниях, вообще-то, коллеги, это большей частью граница, переходящая в компетенцию психолога, клинического психолога. Если заведующий отделением это не понимает с точки зрения психиатрии, это беда. Ну, а им-то откуда это знать? То есть получается дикий квест, что теперь продать квартиру нужно отвезти человека к психиатру, к психологу, встретиться с его родственниками, узнать, куда он переезжает. И ничего не поможет. Узнать, куда он переезжает ли, может ли он действительно переехать. Обязательно к психологу, который компетентен. Слушайте, а еще куда? Вы же не единственный, кто пострадал от действий этого психиатра. Давайте посмотрим на художника Виктора Козлова, который тоже страдает. Внимание. Здесь была избушка-завалюшка. В 1953 году мой отец с моей мамой строили дом. Я жил в этой половине, в той половине. Татьяна жила, моя сестра. Все, что вот здесь видите, это все делал я своими руками. Татьяна сильно болела, все заботы на меня легли. И тут появляется дальний родственник, которого мы раньше не знали, я его в глаза не видел. Когда узнал, что у Татьяны онкология, что Татьяна сильно заболела, стал приезжать каждый день, регулярно. За 9 дней до смерти Александр втайне от нас всех увез Татьяну к нотариусу и оформили дом на него. Предложил мне выкупить эту половину. Были угрозы, отключил электроэнергию. Завещание написано 24 июня, до 24 июня и 24 июня. Ее состояние было очень тяжелое, так сказать, психически. Она доходила до того, что меня не узнавала. В каком состоянии Александр привез ее к нотариусу. Она, я считаю, была в неадеквате. Тем более подписи совершенно разные. Хотя, однако, Гладун сделал посмертную психиатрическую экспертизу с большими нарушениями. Мое мнение такое, что
что Гладун, главврач нашей больницы, и нотариус, они находятся в доле. Скорее всего, решают квартиры каким-то вот таким образом. Андрей, позвольте сказать. Да. Во-первых, я думаю, здесь и психолог со мной согласится, один психиатр экспертизу не проводит. Это первое. Второе, это что получается? Простому гражданину сейчас для того, чтобы купить квартиру, надо получить высшее нотариальное образование, юридическое образование, спецназ пойти служить или что, Михаил? Значит, если он все это сделает, ему это все равно не поможет. Если человек подал на банкротство за неделю до сделки и об этом не сказал, это уже состав. И где уголовное дело по факту мошенничества? Ведь вы же сейчас вносите поправку в законопроект, чтобы, если банкротство, то пусть сначала... Мы закрыли несколько наиболее распространенных вещей. Правда, против определенной позиции суда, естественно, закон бессилен, но то, что те дыры, которые есть в законодательстве, сейчас проектами законов закрываются. Вопрос, когда их примет. Это еще одна дыра, которую мы тоже закроем. То есть, пожалуйста, он может объявлять банкротство, но то, что он должен вам за квартиру, это останется. Другое дело, что денег у нее нету, а заставить эту квартиру продать и переехать на 6 квадратных метров, для этого государство должно, так сказать, понять ситуацию и принять правовое решение. Ну, давайте посмотрим, как вы сходили на прием к главврачу. Вы же отправились с нашим корреспондентом. Это тоже достойно Ералаша. Внимание. Мы жертвы, пострадавшие ваших заключений, которые вы ранее вынесли. Я против видеосъемки. Значит, у нас есть справка. Я против видеосъемки. Скажите, пожалуйста, как вы могли так вынести, что она страдает психическим расстройством, и нет ни одной ссылки на медицинскую карту, которые бы подтверждались этим? Исследуемые материалы, нет ни одной ссылки на медицинскую карту. Ну так же не бывает. Как часто вы выносили решения без комиссии по поводу психического состояния людей, которые продавали квартиры? Я против видеосъемки. Я против видеосъемки. Напишите ответ, почему она страдает психическим расстройством, почему у вас люди страдают психическим расстройством. Я против видеосъемки. Вы лишаете людей квартир и денег их собственных, добросовестных граждан. Я против видеосъемки. Андрей Николаевич, почему вы проводите экспертизы? Вы говорите, я лично проводил экспертизу, а здесь какой-то институт. Также здесь один человек. Я также в его заключении могу найти ряд нарушений. Это его мнение. Вот это заключение, раз вы считаете, что оно верное, я считаю, что оно ошибочное. А мое заключение верное. Вот у вас аргументы в суде. Задайте вопросы, которые решают вопрос по владельцу квартиры. На учете она не состоит. Я считаю, что мое заключение объективное, правильное. Я никаких откатов там не получал. Шапочка загорелась. Его об этом явно не спрашивали. Когда человек говорит ни с того ни с сего, знаете, я очень честный. Вы знаете, я очень уравновешенный. Вы знаете, я откатов не получал. Он не случайно это говорит. Обычно он знает, что все наоборот. Этот же человек, который вроде бы, да, при живом человеке сказал, да, он неадекватен, он недееспособен. А посмертную экспертизу, не видя вообще в глаза, да, он с абсолютной уверенностью, совершенно не боясь того, о чем сказали сейчас вы, что они там боятся чего-то, что вот их привлекут, он не боится, что его привлечет. Посмертно, да, посмертно точно был нормально, абсолютно. Вот видите, подпись стоит. Давайте мы сейчас сделаем короткую рекламу. Сразу после этого архитекторы из Москвы, которые купили квартиру, остались, конечно же, без нее, а через некоторое время снова увидели ее на сайте объявлений. После рекламы. Еще раз всем добрый вечер. Если вы только что включили свои телевизоры, старики-мошенники и их сообщники. Разоблачение новых схем мошенничества жильем. Кто стоит за этим на самом деле? В России продолжается волна возвратов купленного у пенсионеров жилья. Более 3000 семей остались без квартир и без денег. Во время рекламы к нам присоединились архитекторы из Москвы Антон и Наталья Петровы. Вы стали вторыми покупателями квартиры, да, которую в итоге вернула пенсионерка и снова выставила ее на продажу. Да, все так. В феврале 2023 года
мы с супругой приняли решение, что хотим перебраться поближе к центру Москвы, обратились к риэлторам. Через какое-то время они нам подобрали объект недвижимости. Вот мы видим сейчас как раз эту квартиру, элегантную бабушку. Я обратил внимание, посмотрите, туфли тоже, маникюр, да, костюм. Да, такая британская леди для посещения музея. Да, собственно, на этой первой встрече нам сказали то, что владелец продает квартиру спустя 3 месяца после своей покупки, что владелец в настоящее время находится в Италии, и он прибудет на сделку только после одобрения всех документов. Мы запросили дополнительные документы, чтобы нам одобрили в банке ипотеку, что, собственно, и было сделано. Банк дал после проверки зеленый свет на нашу сделку. Банк также привлек страховку, страховую компанию для заключения договора титульного страхования, что, собственно, нам тоже было сделано. На сделке все документы были проверены еще раз банком, нашим риэлтором, риэлтором со стороны продавца. Мы оформили договор. Я лично со своей женой и с продавцом находился в ячейке во время выдачи. Так кто кого обманул и когда? Мы пришли на квартиру подписывать акт прямой передачи. Да. Вот, пришли знакомиться с соседями, потому что будем шуметь. Он говорит, а где бабушка? Мы такие, какая бабушка? Марина Сергеевна. И мы тут, когда имя, отчество произнеслось, вот, мы сопоставили факты, то, что это предыдущая владелица, у которой наш продавец приобрел в свое время более 3 месяцев назад эту квартиру. И мы позвонили, понимаете, когда мы ей звоним, и она лично по телефону отвечает нам. Давайте, что она говорила. Внимание. Вот мы приобрели вашу квартиру, а сейчас пришел ваш сосед и говорит, что вы ее не продавали. Это так? Нет, минуточку, он не знает. Он не знает, квартиру я продала, так что все в порядке. То есть вы ее продали Вартанову Эмилию Валерьевичу, правильно? Да, совершенно верно. Когда? Да. А когда это было? Ох, это было, наверное, в декабре. Да, в конце декабря. Все верно. То есть у вас к нему никаких претензий нету? То есть он с вами рассчитался, все в порядке? Да, никаких претензий. Я просто это не афишировала, поэтому соседи и не в курсе. Но он просто говорит, что вот как бы вы вернетесь в конце месяца, никакую квартиру не продавали, как бы он вообще, ну, как бы у него нету проблем никаких, ну, по здоровью. Нет. Да, наверное, нет. Нет, успокойтесь. Все нормально, квартиру я продала. Ну, я же человек ответственный, я уже знаю, что я говорю. Угу, я поняла. Все, хорошо, спасибо. Все нормально. И не слушайте, что он вам скажет. Я говорю, просто я это не афишировала. Может быть, они не так поняли. Так что все нормально. Квартира продана, никаких вопросов не существует. Ну, как бы вы успокаиваетесь, дальше что? Мы успокаиваемся, и через 9 дней нам звонит следователь и говорит о том, что бабушка написала заявление в полицию на что якобы ее обманули какие-то мошенники, она помогала там полиции кого-то поймать. То есть целое заявление с ее слов без единого документа, сказала, что осталась ни с чем, с одним паспортом и все. И где она живет все это время, если это ее единственное жилье? Она говорила, что она сняла квартиру, они там якобы с ней как-то взаимодействовали, постоянно ей якобы звонили, и она в этой квартире жила. И более того, важный момент, что она говорит потом уже в экспертизе специалистам о том, что в феврале месяце ей соседи звонили и прислали фотографии, что ее вещи валяются там на площадке. На снегу. И говорят, где вы, когда вы приедете? Это уже она в экспертизе Сербского рассказывает. Вот. Экспертиза Сербского признала ее вменяемой, невменяемой? А вот тут очень интересный момент. 3 специалиста признали полностью, что человек вменяем, отдает отчет своим действиям, полностью понимает значение юридических документов. 3 специалиста, я хочу отметить. 3 специалиста, не один, как вот в вашей ситуации. И только один психолог говорит о том, что да, могла быть под влиянием. О чем она я и говорю. доверчивая. Сам феномен, вот получается, что любой человек
может в любой момент написать заявление, ничем, никак не обоснованное. Страдая гипертонией при этом. Да. Гипертонией. То есть обращение в полицию равно тому, что он прав. Для меня архетип, да, в жизни всегда, что полиция, органы, суд — это справедливость, за которую простой человек может спрятаться. И когда мы ходим к нотариусу, говорят: пойди, пожалуйста, ПНД справка, пойди, пожалуйста, справка там из наркологического, сделай вот этот договор. И когда мы все это делаем, а после этого тотально происходит вот такое, простой человек чувствует уязвимость. Мне кажется, что здесь нужно что-то менять глобально. Это очень страшно. Но здесь еще продолжение же истории. Они отдают бабушке ключи, ведут себя нормально. И дальше, через какое время вы видите, что квартира снова выставлена на продажу? Я хочу добавить, после 2 проигранных судов, которые вынесли решение первая инстанция и апелляция, что квартиру я обязана вернуть по суду женщине этой, я передаю ключи, мы с мужем приезжаем, вот, собственно, вы видели эту передачу ключей, и после этого мы видим объявление, которое выставлено на... Только вы покупали за 15, а она уже выставляет снова 700. за 18 миллионов. Причем наш корреспондент Камила Хусаинова под видом покупателя записывается на просмотр этой квартиры. Константин, вам будет интересно посмотреть на риэлторов и как бегают быстро московские риэлторы. Внимание. Нет, Павел говорил, да? Ага. Вы непосредственно продавали, Павел, с кем вы разговаривали? Я показываю, я так владею его частично. А он что тогда? Переговоры очень Павел. А сколько бабушки лет? У меня родственники есть какие-то? Муж, дети? Нет. А она сможет, да, сделать какую-то справку? Как она называется? Сделать способность? Я думаю, да. Там же юристы, все это вот. Я так понимаю, мы не единственные покупатели этой квартиры. Ну, первый, кто смотрит, скажем так. Скажите, пожалуйста, как вы продаете квартиру, если в Росреестре она числится еще на другом человеке? А мы представители федерального канала. Наташа, куда? Я полицию вызову. Да вызывайте полицию. Наташа, это же не первый покупатель. Я человек, который открывает дверь. Почему вы мне эти вопросы задаете? А я не знаю, почему вы участвуете в схеме какой-то пожилой женщины. Она же не в первый раз продает эту квартиру, а потом прикидывается невменяемой и забирает деньги. Вы от меня тоже хотели? Вы от меня? Ну вы же ввязались в эту историю. Я ввязалась открыть дверь и закрыть. Вы не тому человеку задаете А Павел с вами не делится процентами от продажи? Не делится. Моя задача открыть дверь. Ну, как будто вы ничего не понимаете. Что здесь происходит? Моя задача открыть дверь. Наташ, ну вы, получается, просто участвуете в схеме на самом деле. Не толкайте оператора, во-первых, на свои кровные деньги. Они приобретают жилье. А что вы убегаете, если вам нечего скрывать, Наташ? Вы знаете, вот в принципе риэлтора можно использовать в темную. Но риэлтор, который использует темную, естественно, вызывает негодование, чего ко мне пристали. Или только А вот в данной ситуации она все понимает. Покупатель тоже был в этой схеме. Как видите, помощница Павла сбежала только что от нас, не дав нам никаких ответов. Может быть, было что скрывать? А вы сейчас обладатель квартиры или нет? Сейчас, вот на текущий момент, да. Как это возможно? Это большой вопрос. А главное, что когда Камила позвонила с историей, что она забыла сумку в этой квартире, юристы-пенсионерки откликнулись, и вот как агрессивно стали себя вести, когда поняли, что их тоже снимают. Внимание. Здравствуйте. 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 А Павел, это вы, да? А вы? Меня Камила зовут. Здравствуйте. Ваш риэлтор очень поспешно попросил нас выйти из квартиры, у меня там остались вещи. Могу им забрать? Конечно. Почему вы сразу не объявили свои намерения? Потому что мы проводим свое расследование в рамках нашей программы. Пожалуйста, кто к вам обратился? Наталья. Последняя покупательница этой квартиры. Вот вы, Павел, присутствовали в тот момент, когда Наталья передавала ключи собственнице этой квартиры. То есть вы уже, Павел, заведомо знаете, что у Натальи эту квартиру суд попросил переписать на Марину Сергеевну. Правильно? Интересный вопрос ставите. Я констатирую факт, я присутствовал при передаче ключей, а остальную часть вашего вопроса я не очень понял. Ну вы же понимаете, что у Натальи суд
изъял эту квартиру в лицо Марины Сергеевны. Вы знаете, вы сейчас так вопрос ставите. Давайте так, вы ставите вопросы в ходе журналистского расследования. Я обычный вопрос задаю, а вы сейчас пытаетесь увильнуть. Последняя покупательница, я так понимаю, она в Росреестре еще числится, правильно? Давайте мы сейчас вы очень плавно и тонко переходите на другие вопросы. Давайте поставим точку вот в этом. И вот Нет, мне просто интересно, а как вы планируете продавать квартиру, если она числится в Росреестре? вы потенциальный покупатель. Ну, я могла бы быть потенциальным покупателем. Я вам вчера отправил материалы судебного дела. Павел, Она сейчас... Павел, нас пишут. Ну, вы нас тоже пишете. Понимаете, эта квартира дважды была продана. Она не была дважды продана. Ну, а что вы хотите сказать? Что вот Наталья, она не жертва ситуации, правильно? Жертва, возможно, жертва ситуации. Она сейчас осталась... Поэтому страховая подалась в кассацию. Да, и она остается без ничего. А вы дополнительно, вы заново продаете квартиру. Получается, вы квартиру успели посмотреть? Вопрос, вы квартиру успели посмотреть? Как вы скажите 75-летнему человеку, есть возможность так? А почему она продает? Ну, потому что там жить невозможно. Потому что там 4 стены и нету даже унитаза. Ну, а Наталья как решает? Наталья как бы, наверное, более аккуратно следующую квартиру покупать. Вот это вот цинизм, это цинизм, вот про который мы говорим. Мы сейчас видели двух совершенно нормальных, совершенно дееспособных, которые совершенно спокойно, ничего не боятся. Они знают, что они в полной безопасности. Да, есть очень сложный спор. Какая бабушка под воздействием, а какая бабушка мошенница. А какая мошенница, но под воздействием. Это очень интересные, очень тонкие, очень глубокие вопросы. Но, простите, суды-то у нас не под воздействием. А покупателям какая разница? Сейчас, я просто скажу статистику. 20% судов, это сейчас есть эта статистика, по подобного рода делам как бы оставляет квартиру добросовестному приобретателю. 20%. Но 39% возвращает квартиру продавцу, даже не требуя денег с покупателя. А 41% возвращает квартиру продавцу, требуя деньги с покупателя, но у него их нет. Но понимаете, когда бабушка под воздействием пытается там, не знаю, совершить какую-то диверсию, поджечь какой-то дом, поджечь трансформаторную будку, условно говоря, никто не спрашивает ее, а в каком состоянии вы находились. Да, был ли транс Это или диверсия, нет? пожалуйста, суд. Когда точно такая же бабушка уничтожает людей, суд ее только на руках не носит, пылинки сдувает. Ведь 3-й раз квартира выставлена на продажу, это мошенничество. Не нужно никакие дополнительные законы принимать. Это уголовный кодекс в чистом виде, но его некому применять. Его применять только Позвольте пригласить за кулисами Спартак Теняев и Максим Христич. Те самые представители Марины Сергеевны Григорьевой пришли посмотреть в глаза Наташи. Они говорят, что она не могла не знать, что сделка нечистая. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, Андрей. Ну расскажите, как на вас вышла Марина Сергеевна и как вы стали ее представителями? Ну, ситуация была такова, что летом, в августе 2023 года, мне позвонила моя коллега и сказала, что не могу ли я помочь пенсионерке, попавшей в беду, у которой мошенники отобрали и деньги, и квартиру. Я увидел простую, абсолютно женщину, как будто сошедшую с кадров советской хроники. Она очень-очень просто была одета, просто говорила, постоянно извинялась. И вообще речь ее постоянно была направлена на то, что я, наверное, зря к вам пришла. Я боюсь оговорить честных людей. Вот такой был человек. Мы просидели с ней около, наверное, часов 5-6. А можно вопрос чуть-чуть из вашей трансовой речи, которая сейчас так звучит? Да. Я думаю, что половина народа уже в транс впали. Это тоже понятно. Скажите, пожалуйста, эти 5-6 часов вы сидели платно, она оплачивала вам, или это было бесплатно? Нет, это бесплатно было. Почему? Исходя из того, что я увидел, мы с ней договорились о той цене, которую она могла заплатить, которую смогла найти. Мы не бесплатно работали. Но... Тогда вопрос, объясните, когда Наташа звонит ей и спрашивает, вы продавали квартиру, вы это сделали добровольно? Она говорит, да, конечно. Вот этот звонок-то... В этот период Марина Сергеевна находилась в Подольске, потому что ее туда вывезли мошенники под предлогом того, что на ее квартире будет происходить задержание. Ей было строго-настрого сказано, что если кто-то будет ей звонить, вы должны отвечать, что
Да, эта квартира была продана, и она, собственно говоря, это и сделала. А это было похищение, как я поняла, вы сказали, они вывезли ее. Это похищение было? Нет, они сказали, что... Нет, Вы сейчас сказали, что ее вывезли. Вы сказали, что ее вывезли. Просто конечно, вы как человек, который представляет юридическую сторону, да, слова. Я имею в виду в том, что ей сказали, спускайтесь, Марина Сергеевна, за вами приедет машина. Но это не вывезли, ей предложили. Это очень важно, потому что когда люди, которые нас слушают, миллионы, слышат формулировку «ее вывезли», то все ощущают ее жертвой. Она пошла, и села в машину и поехала. Вот это поехала, да. Наташа, вы сказали, что, приходя в суд, Марина Сергеевна каждый раз поражала вас своими вещами, шубами. Да, был лютый просто снегопад, грязь. Она пришла в абсолютно новых замшевых ботинках, в новой шубе. То есть прекрасно выглядела. Для меня тогда просто произошел какой-то шок от того, что я рассчитывала увидеть настолько бедную вот бабушку. А почему риэлтор, который показывает квартиру, бегает как лань по Москве, ну если, скажем так, она не боится ничего, да, и считает, что все легально в этом всем? Андрей, все банально на самом деле. Девушка, которая бегает как лань, это не риэлтор. Это помощник риэлтора, который был в этот день занят и попросил своего помощника просто открыть дверь. Я хотел бы обратить внимание, что через пару часов мы со Спартаком прибыли, собственно говоря, на эту квартиру, общались с Камилой, общались с оператором. Сколько процентов вы получаете с продажи этой квартиры? Нисколько. Нисколько? Вы не за процент работаете? Нет. А в который раз вы ее продаете? Квартира продается, если не считать, соответственно, той мошеннической схемы, в которую попала Марина Сергеевна, квартира продается первый раз. А почему она продается, если у нее сейчас другой собственник юридический? Юридически собственником Наталья на сегодняшний момент не является. По документам является? Она является лицом, которое указано в едином реестре, соответственно, недвижимости. Связано это с тем, что с квартиры снимаются обременения на основании решения суда. И, соответственно, в самое ближайшее время, я думаю, в самое ближайшее время Марина Сергеевна в реестре будет восстановлена как собственник. Вы как юристы понимаете, что если это добросовестный приобретатель, то все деньги должны быть возвращены. И только после этого возвращается квартира. Вы с этим казусом не знакомы? Знакомы. Вопрос к тому, кем они должны быть возвращены. Тем, кто их получил. Совершенно верно, тем, кто их получил. А тот, кто получил, это те самые мошенники? Нет. А кто получил деньги? Мой Ищейка не получает. Давайте так Спартак, дело в том, что это превратилось уже в эпидемию. Вокруг бабушек, вокруг случаев с мошенниками крутится огромное количество риэлторов, юристов, адвокатов, которые зарабатывают деньги. И если деньги, которые похищают мошенники, куда-то уходят, и по этому поводу возбуждаются уголовные дела, то юристы, которые вокруг этого сейчас кормятся, а это, на секундочку, 5379 случаев только за полгода, останутся без квартир в ближайшее время. Сколько вы денег потеряли? Больше 7 миллионов убытков, которые страховая закрыла, помимо закрыла того, что страховая банку, 7 миллионов. И вы считаете, вообще, что это нормально? Вообще просто. Вы продолжаете продавать квартиру. Они потеряли. Это нормально, да? Давайте вернемся к психической деятельности бабушки. Давайте. Я хочу всем задать вопрос. Вы когда-нибудь подвергались опросу или допросу в течение 6 часов кряду? Да. Тогда вопрос следующий. С какой скоростью вы выползали из кабинета после 6 часов опроса? Я вернулся к бабушке, которая разговаривала с адвокатом 5-6 часов. Вот это нужно определять непосредственно психологу и психиатру в рамках изучения психической деятельности бабушки. И исходя из этого уже строить свои выводы. И именно вторая экспертиза подтвердила состояние Марины Сергеевны. Это было после 6 часов? Как это на 6 было часов? спустя несколько месяцев. Это было уже после 6 часов, того, как она с вами. Да, ну понятно. Спустя несколько месяцев. Чтобы я вам объяснил, вы понимаете, нас перебили, не дали все-таки рассказать, там в транс мы ввели, ну, видимо, мы обладаем... Великолепно Обладаем владеете трансом. определенным даром, мы обладаем, это...
Это льстит. очевидно. Это нам льстит. очевидно, конечно. Да, а вас не напрягает то, что она опять продает квартиру? Вот Нет, это они продают. еще с судами Они продают. закончили. Они А продают. она Уважаемый, еще раз а эту скажите, квартиру пожалуйста, продает. как вас зовут? Причем, Александр. коллеги, Александр, вы Причем? меня второй раз пытаетесь обвинить в том, чего нет. Так Пожалуйста, вы были, только что держите на, себя. вы были только что на видео, вы приезжали разбираться. А где я сказал, что я что-то продаю? Вы приезжали разбираться, вы Правильно. представляете интересы. Так вот, можно я закончу? Я не могу вас слушать, вы То есть прокурорский работник. она наверное, еще раз продает единственную квартиру? Да. А зачем? Объясняю. У бабушки на сегодняшний момент пенсия 19 тысяч рублей. У меня вопрос. Из 19 тысяч рублей, которые она получает пенсию, каким образом она могла оплатить ваши услуги в таком объеме, и что вы даже здесь сидите сейчас? Ну, вы знаете, все очень просто на самом деле. Мы с ней договорились на вполне себе скромную сумму. То есть вы хотите сказать, что два адвоката тратят время здесь, сидят в студии, прибегают по первому вызову на квартиру, да, и сидят с бабушкой по 6 часов, занимаясь благотворительностью? Да вы лучшие самаритяне просто, которых я видел. Ну, вы знаете... Андрей, вероятно, мы действительно самаритяне, а может быть Робин Гуды. Давайте мы сейчас сделаем короткую рекламу сразу после этого. Многодетный отец из Краснодара притворился сумасшедшим, чтобы отстоять свое право на купленное у пенсионера жилье. Но как отомстила ему врач? После рекламы будет жарко. Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем обсуждать тему, что в России набирает обороты новая схема развода на рынке жилья. Пенсионеры продают свои квартиры, а затем признают себя невменяемыми и возвращают недвижимость обратно. Покупатели уверены, что главную роль в новой схеме играют недобросовестные психиатры, которые выдают справки. Настоящий прецедент создал многодетный отец из Краснодара. Чтобы отстоять право на купленное у пенсионера жилье, Вадим Тищенко устроил эксперимент и сам прошел психиатрические экспертизы в разных медучреждениях, при этом слегка изменив прическу. И вы будете поражены результатом. Он сегодня прилетел на нашу программу вместе с Екатериной. Добрый вечер. На это вас толкнула история тоже с покупкой квартиры, да? Как я понимаю, покупали вы эту квартиру у Валерия Писарева, да? Телефонных мошенников не было, деньги он оставил себе, да? Купил 2 однушки на ваши деньги, но оформлял их не на себя, а на кого? На жену. С которой он уже не живет сколько? 10 лет. 10 лет, чтобы вы понимали, но при этом, когда вы пришли к нему в квартиру, да, вот такой теплый прием устраивает пенсионер, причем у вас все документы, вы пришли заселяться в собственное купленное жилье. Внимание. Можно тебя вас Да. Так, а вот теперь отходите. А что вы мне за руки хватаете? Что мне в своей квартире за руки хватаешь? Выходите. Есть акт осмотра? Есть. Что вам принадлежит? А еще есть то, что вы меня кипятком облили. По договору прописано, что... Газ выключай, а то уже ошпарил меня. Сейчас еще раз парю. Ну, давай. Я сейчас тебе уничтожу. Ты что делаешь? Ты мне сломал квартиру. Ты что делаешь? Ну сломай. Какого суда? Какого российского? Да покажи. Российского У вас есть суда. правоустанавливающий документ. Ты чего орешь? Ты чего орешь? Руки не распускай. Руки не распускай. Или нет? Не, я только с одной стороны. Это не ваша квартира, вообще не ваша квартира, вы понимаете? Это наша квартира. У нас есть на нее документы правоустанавливающие. Вашими походами. Трогайте вещи! Вы ходите на суд. Вот эта женщина агрессивная, это и есть его жена, с которой они 10 лет уже в разводе, да, на которой оформлено все. При этом у этого хозяина квартиры справка, экспертиза, да, в местной больнице, где он признан нездоровым. Хроническое бредовое расстройство. И сколько у него было экспертиз? Он прошел в общей сумме 3 экспертизы. Первая была краснодарская, которая ему сказала, что самый больной на свете. А последние 2 в Ростовской области, институт имени Сербского, признали, что он симулянт и ничем никогда не болел. И вы поняли, что вы тоже можете пройти такие... Когда он стал уклоняться от экспертиз,
вот решили сделать эксперимент. Вы переоделись и получили в одном и том же месте совершенно две разные справки. Того же самого врача, который его наблюдал. И вместе с нашим корреспондентом Татьяной Прокуратовой мы отправились к этому врачу и посмотрим на реакцию. Внимание. Если его две экспертизы признали, что он абсолютно здоров, не симулировал, Вы про кого? Про писаря? почему ему дали все-таки Значит, мы других вторую людей в группу? вашем присутствии вообще не обсуждаем. Я понимаю. Давайте тогда так поговорим. Меня зовут Татьяна Прокуратова. Я корреспондент телеканала «Россия». Подождите, стоп. Проблема в том, что ситуация уже массовая. Не-не-не. Так, Вы никуда не пойдете. санитары. Вы понимаете, что вы Я даете понимаю. справку человеку, он на основе этого пытается... Не Так, трогайте согласна, камеру. согласна. закону о СМИ, я имею право задавать любые вопросы любому человеку, вне зависимости от его статуса и положения. Закон о психиатрической помощи. Вы понимаете, что на основе ваших справок 5 лет подряд он отжимает, пытается квартиру, которую он осознанно продал сербского, доказала, что он здоров. Пожалуйста, приходите. Экспертиза. Почему вы даете такие бумажки? Будет руководство, пожалуйста, с утра. А куда вы убегаете? Вот ваше поведение сейчас, мягко говоря, смущает. А почему вы вообще меня записываете? Почему Потому вы что я заходите в кабинет главного врача? А почему Санитары. вы заходите? У вас вообще-то прием сейчас идет. И что? Что? Я не могу зайти к Можете не руководству толкаться. за Вы советом? можете не толкаться. Пожалуйста. У меня есть Это к что вам за запись? вопросы. Это что за У меня запись? есть к вам вопросы. А Вы я можете кто на вы них мне, ответить? чтобы задавать вопросы? Что я журналист вообще-то федерального канала. И что? Не толкайте, пожалуйста, оператора. Послушайте, ну не хочет она разговаривать. Вам надо было зайти, когда я был тут. Ну, слушайте, не надо мне рассказывать, как мне надо работать. У меня есть четкий регламент, у меня есть документы, разрешительный документ. Регламент. Я должна лечением заниматься, а не вас. У вас нет посетителей после нас. Есть подозрение, что вы их вообще продаете, такие справки. Да, конечно. Сейчас я Серьезно? скажу, что вы меня Что? в коррупции обвиняете. Я не обвиняю. Да что ж такое? Просто поговорим и по домам. Не надо, я не хочу Вы с вами. знаете, Сейчас вообще придет понимаете, что у вас полиция. симулянт, который получает справки? Хватит трогать оператора, толкать и драться вы не имеете права. Нормальный человек бы выслушал вопросы и ответил бы Я на них. вас выслушала. Вы не выслушали, вы сразу стали толкаться и убегать. Спрятаться от журналистов Марина Вячеславовна решила в детском отделении на 2-м этаже, вот здесь, в туалете. Вы были у этой Марины Вячеславовны 2 раза, да, переодевшись. Она вас не узнала. Первый раз. Первый раз. И какой диагноз первый раз она поставила? Тоже бредовое расстройство. Шизотипическое. А когда во второй раз пришли к ней? А во второй раз она меня не узнала и сказала, что, значит, здоров, все равно оставила диагноз. В самой больнице собрали комиссию из 8 психиатров. Ведущий психиатр Краснодарского края там был, невролог, психолог. И около 4 часов меня допрашивали, наблюдали, экспертизу проводили. И в итоге все-таки поставили. Что, нет, в итоге сказали, что в настоящий момент здоров. Но при этом... Но мог попасть в транс. И в Коллеги, нужный момент- но при этом диагноз не сняли. Нет, но то при есть этом- сейчас он официально в отместку за то, что он провел этот эксперимент и опорочил Теперь он будет, честь да. прекрасного врача, по-прежнему Вадим у нас Самый ходит больной со на свете справкой. человек. Николай, что вы скажете? Я хочу уделить внимание, что психолог тоже имеет право ставить диагнозы, в частности, патопсихологические. Вам нужно ехать в вышестоящие организации и отстаивать свое право. То есть вы теперь будете доказывать, что вы больны или не больны? Теперь Он будет через суд доказывать, буду что он здоров доказывать все-таки, теперь, а что то я ему здоров. отомстят тем, что у него не будет прав. Официально вы теперь больны. Официально я сейчас болен. Очень. То есть квартиру можете продавать, все в порядке у вас. И машину, и квартиру, и все что угодно. Нет, коллеги, мы сейчас Кредиты здесь брать. смеемся, понятно, смешная ситуация, но это страшно. Вот сколько я здесь участвовал, она это тоже, вот мы сейчас общались, что нету выхода, да такого быть не может. Выход должен быть. И я Оздоровление правоохранительной системы, выход оздоровление есть. судебной системы, нормализация практики правоприменения. Пока выход и без денег, и без квартиры, на выход. А Да, если говорить да. про вход, то тут нужно менять практику, чтобы не было Превентивное, все. комплексное, психолого-психиатрическое Нет, этого исследование. недостаточно. Послушайте. Но этого Превентивное недостаточно. перед сделкой. Если вы Не чувствуете- работает.
Мы законопроекты внесли. Внесли один в феврале месяце, его даже комитет еще не рассмотрел. Внесли второй сейчас. Ну, может быть, кто-нибудь более значимый, с большим количеством людей подхватит. Поэтому всем пострадавшим я очень рекомендую в рамках действующего законодательства поднимать эту тему в социальных сетях, потому что наше государство очень внимательно следит за социальными сетями. Друзья, на сегодня все. Мы следим за развитием этих историй. Берегите себя и своих близких. До свидания.
数系里教出了2个好学生。2个？叶院长，把他们报上来吧，他们有资格成为外面核心弟子。叶院长，还有霍雨浩呢，他才是面对一环魂师太弱了，他应该是少见的精神属性魂师。你想问问，精神属性的魂兽有多少？雨浩的第一魂技虽强，可他毕竟是精神属性的魂师。精神属性的魂兽太少见了，如果不能附加强大的魂环，雨浩的成长空间极为有限。无妨，叶院长，那孩子武魂系为好，我魂导系要。小易，我相信你的眼光，而且刚刚那孩子的表现我也看到了，就算他只有那一个魂环，也能够成为一名优秀的魂导系学员。这个核心弟子，我要了。别，让人知道，还以为我私下搞关系呢。你们俩聊，我先走了。你给我3年时间，我要留他在身边教导。等他打好基础，你再考察他是不是具备魂导系核心弟子的资质。好，听你的。武魂系不肯收雨浩为核心弟子，将来他们一定会后悔。我去看看潇潇和王宫的状况，这个情况就不乐观了。要休息1年。我懂，下午的比赛要不会一起出战，更何况我们还有好动之。对，魂力的恢复速度能加快，将自己调整到最。妈妈，您看，你好好准备，我已经进入了前4。你自己出去。跟您抢抢。好，我是袁绍哲，史莱克学院第2班。有着与任何一个国王平起平坐的。天赋最好的一届，我会看完你们接下来的选择抽签吧。签位1是他，戴华斌团队。是他，竟然在这里遇到了他。以上是。认出宇浩，你这是怎么了？霍雨浩团队签位2号。你还能比赛吗？以戴华斌的天赋，他极有可能进入冠军比赛。我一定要去。老大，我开始。周思辰，战会时是22比。第2魂技，邪神之光。霍雨浩团队胜出。宇浩，你今天怎么了？奇怪之手，白虎斩神戴沐白，他的传奇众所周知。几千年前的和相争，突厥一脉人才雕琢，将帝皇之王室永享富贵。白虎一族所传承的白虎武魂，邪眸白虎。戴华斌就是邪眸白虎戴沐白的。那你和戴华斌是
проявлений.